Всем привет, меня зовут Мария Зиганини, я продюсер сайта Еда.ру, и мы продолжаем наш цикл лекций о кофейных напитках и о том, на что способна современная кофемашина. Со мной вместе сегодня ребята из Тарафакта, и в гостях у нас кофемашина Примадонна Elite Experience. Точно, привет. Что будем пить? Пить будем американо, классический. Дим, расскажи, пожалуйста. Это нехитрый напиток, где на порцию эспрессо мы добавляем воду, общий объем может достигать 200 мл, это, допустим, 40 мл эспрессо, и остальные 160 мл воды. Общий объем получится у нас 200 мл. Это обязательно кипяток? Вот мне всегда это было интересно. Очень хороший вопрос. Нам нужна горячая вода, и я рекомендую использовать воду температуры 92-95 градусов. Это та оптимальная температура, которая поможет наш кофе раскрыть, но высокой температурой не убить какие-то его ноты, какие-то его дескрипторы. Не переэкстрагировать, не перезаварить, чтобы дубильные вещества попали в кофе. Ну, и наверняка в такой ситуации очень важно, какую воду, да, Конечно, использовать. конечно. Очень важно использовать мягкую воду, но мягкую не настолько, чтобы она была очищенная полностью от минералов. То есть в приготовлении кофе важно, чтобы в составе воды были кальций, магний, так скажем, в достаточных количествах. В целом, как можно вообще выбирать воду, то есть если мы говорим об бутилированной воде, то смотреть на общую минерализацию, а она указана на этикетке, в составе, обычно это 50-150 микрограмм на литр. Если вода будет очень жесткой, кофе будет очень горький. То есть вкуса вы не почувствуете, вы почувствуете просто горечь. Кофе, который горчит. Если вода будет слишком мягкий, вкуса мы не почувствуем, получим такой сенный травяной оттенок, который будет не раскрываться. По моему мнению, американо, он хотя и разбавлен, но это честный напиток, он не прикрывается молоком, ты чувствуешь ровно тот вкус зерна, который, выбирая для себя зерно в свою кофемашину, ты ожидаешь получить. Да, абсолютно, да, именно так. Просто он немножко разбавлен. Что посоветуете? Сегодня мы будем готовить среднюю обжарку. Вот пакетик попросить. Это у нас кофе Никарагуа Марагаджип. Кофе очень интересный, обжарен средне для того, чтобы раскрыть весь вкусовой потенциал. Он немножко с кислинкой. То есть арабика вся генетически проявляет небольшую кислотность. В кислотности у нас весь вкусовой спектр как раз. Здесь яблоко, специи и какао на послевкусие. Сейчас мы приготовим. Немножко засыпем нашего кофе. А вот здесь помол регулируется. На что влияет помол? Хороший вопрос. Помол влияет, в принципе, на все. При правильном приготовлении нам нужно выбрать такой помол, который позволит экстрагировать все вкусовые компоненты кофе. Соответственно, правильный помол, который обеспечит машинка. А здесь их, по-моему, 13. Сейчас я установил помол практически на минимальное значение. Это где-то 1,5-2. То есть достаточно мелкий помол для того, чтобы эта средняя обжарка раскрылась. То есть для темной обжарки мы сделаем помол покрупнее. Для светлой обжарки и средней обжарки мы сделаем помол помельче. Понятно. Значит, мы выбираем американо. Американо. Да. Делаем настройки. Здесь у нас позволяет приложение настроить температуру кофе, объем напитка и крепость. А вот я, кстати, не очень люблю слишком горячий кофе. То есть можно сделать температуру... Вот есть оптимальная температура, вот ниже которой я и остывший могу пить. Вообще хороший вопрос. Ну, конечно, я думаю, не стоит заваривать его при температуре 50 градусов, потому что он просто не заварится. В целом температура 90 градусов до кипения, то есть это еще не мертвая вода. Я поставлю средняя температура. Среднюю крепость. А количество 40 мл. Можно побольше сделать. Но с уверенностью можно сказать, что кипяток явно не подойдет, и кипяток я бы сделал чуть-чуть неправильно, потому что он убьет где-то на 80. наш кофе. И даже на 60. Я поняла. То есть я сейчас сейчас регулирую количество кофе, а не количество воды. Да, мы сейчас делаем один эспрессо. Да, и общее количество воды получается 110, то есть в нашем случае 180, 190 мл. Да. История возникновения американо очень, в принципе, банально. Итальянские баристы, которые готовили кофе после окончания Второй мировой войны, они пили очень насыщенный, концентрированный напиток эспрессо. И американские военные не очень понимали вообще смысл этого напитка и просили приготовить его разбавленным. То есть они пили его в больших объемах. И когда бариста готовил за стойкой напиток для солдат, он кричал «американо», то есть призывая сделать напиток, разбавленный с водой. А по объему... Я смотрю, пенка тоже есть. Пенка есть, это здорово. Вот как раз таки та самая крема, она формирует вкус, и я хочу сказать, что кофе получился сбалансированным,
В нем присутствует небольшая кислотность. Да, мне тоже нравится, вот у меня остыло, я с удовольствием пью. Продолжайте следить за нашими лекциями о кофе, о возможностях современной кофемашины. Пока-пока. До новых Всем встреч. пока!